Ассаламу алейкум, добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире информационно-аналитическая программа «Неделя». В студии Асхаб Зазалаев и в начале выпуска коротко о главном. Никто не забыт. В Грозном прошло чествование ветеранов Великой Отечественной войны. Новоселье дошколят. В центре Грозного открылся новый детский сад. Мне понравился музыкальный кабинет. Здесь очень красиво. История чеченской столицы глазами ее жителей. Во Дворце молодежи состоялась презентация документального фильма «Город-герой Грозный». Я решил сделать фильм, который будет состоять из 3 этапов. То есть довоенный Грозный и современный, сегодняшний, нынешний Грозный. Глава Чеченской Республики Рамзан Хаджи Кадыров вместе с соратниками совершил джума-намаз в мечети имени Абдулхамида Кадырова, дедушки главы республики, в селе Ахмад-Юрт. Имам пятничной молитвы Магомед Саралиев рассказал о важности покаяния за свои грехи и о безграничном милосердии Аллаха. يقول الله تبارك وتعالى الله دال باخشن قدسي حديث شاح يا عبادي هيس ليش الله ديلو يمساق قيقش إنكم تخطئون بالليل والنهار دين حبوسا قنوش ليتدقاش وأنا أغفر الذنوب ولا أبالي تمسوا قنوش جيشتش وكشاوشن فاستغفروني أغفر لكم دين حبوسا أشقنوش ليتدشخلش وتمسوا قنوش خلو يوش جيشت يشول شاخلش شيغر جيشتر ديخش شا جيشت يدوشن وعزتي وجلالي شي وزلت شي سيلة لتشادوي مبؤشن إن أتاني عبدي ليلا قبلته شي لي بوسن شي غويرزيش شا قوبل موشن إذن وإن أتاني نهارا قبلته دينا إشا وجواغح إذ تمالوس حون شا قوبل موحون شا أدمو بوسن شا سدو أشوالشخين شا ورساقوي أشتديسن دينا شي دوزلت شا ولشخين شا ورساقوي أشتديسن أم الله دال هبا حبوسن واغح شا تلوس روحون شا حدينا واغح شا تلوس روحون شا وإن تقرب مني شبرا شبا رمح أقل شبوك أقل بارم بقز أقل حشين جرق واغح تقربت منه ذراعا دول خلال بارمح جرق ورمون شا جيم حشين جرق ورتح شوز دقوح جرق ورمون شا وإن مشى إلي هرولت إليه حشين تيوا غاش نوقوالح هون دوحل إذا إيش دوحل ورمون شا با الله دال ويق وإن استغفرتني غفرت له شي جيشتر ديخح جيشتر مدوشا وإن استقالني أقلته وزن ديل أوز بيزن بيحسن أقصان هما تح ودي يحسن ألشا هوني أوز بيزن بين مبوشا وإن تاب إلي تبت عليه أحد أتشيلي شيك توبة دين شيك بيرزح تون توب قبول دين مدوشا من أقبل علي تلقيته من بعيد شينت إيوا جنر نوق والخلوة استجنا جنر دوحل ويد حون شاباخ الله دال شينت إيوا نوق مولع استجا جنر تندوحل ويد حون شا ومن أعرض عني ناديته من قريب شين بوق بيرزن شيليش دعوخش تنتيحا يودي حيوق قيخون شا. По завершении проповеди прозвучал призыв на молитву. Верующие выстроились в ряды и совершили намаз. Пребывание в мечети завершилось восхвалением Всевышнего и совершением вирда. Рамзан Хаджи Кадыров встретился с министром труда, занятости и социального развития республики. Они обсудили подготовку к празднованию 75-летия победы в Великой Отечественной войне, организацию оздоровительного отдыха школьников и обеспечение жильем детей-сирот. Все поднятые вопросы на особом контроле главы региона и профильных ведомств. Подробнее в следующем сюжете. В этом году День Великой Победы в России отметят с особым размахом. Запланирована масштабная программа на федеральном и региональном уровнях. О том, как готовиться к 75-летию разгрома фашистских захватчиков в республике, Рамзан Хаджи Кадыров интересуется в первую очередь. Это майский праздник, это День Победы, думаю, 75 лет и до праздника будет. Ой, Бишбогбу, 23 февраля приурочено мероприятие, 20 числа, хан улица, цыга хакайкана, ветеран тружник тыла бой, еще 436 человек уже, цена очень жишь условия борса программу, такая фонд я думаю, вот я шеф полностью, галмо, и вопрос полностью закрыт, думаю, еще в республике участник ликвидации войны будет истагующий. Цей вопрос полностью закрыт, думаю, он дальше. Хюзболлером бандуша, Москва, цена, потому что эти отчадать из-за около 1,5 миллиона рублей каждому, а что из-за полностью закрыт, думаю, и что до участия в Великой Отечественной войны будет республика 228 человек уже. И еще очень и вопроса Хюзболлером бандуша, полностью закрыт, думаю, Хюзболлером бандуша,
и просто полностью 75 лет еще я праздник Макичадовой. Это внимание, особое внимание есть, что ой, вода выйдет, хочешь, да, бактерия, пожелание, ой, хочешь, что так, надеюсь, да, война, испевая республика, участник боев, действий, глаза, что-то, конца особый, праздник очень рад. Соответственно, внимание, если я думаю, хотя бы это, просто дополнительная администрация поручение, Следующий вопрос, который был поднят на совещании, организация летнего отдыха школьников. Усман Баширов заверил, что проблем не возникнет. В региональном бюджете предусмотрены необходимые средства. Alsam netkišmel cigaha, on držati atko cilno 500 mjest, išto jedno vjetski lagriju, moso uslo još. Išto je evitra vjetski lagriju na 500 mjestiju, išto sižara vjetski lagriju na 450 mjestiju, šalkovski lagriju na 250 mjestiju, išto vjetski lagriju, i zato ako okej doполнительно фондир, ашам выделительно дополнительно 50 мjesta, 300 мjesta халякна, и вjetski компания, что на высший уровень, хоша кечин бинабу, а часто выдать 358 миллионов, а что больше, что можете ходить с местным бюджетом. А его тут я дальше не знаю, как налька, например, черный море, что без позоров, уже за 500 береж, то есть 5000 береж, это только 6 лет, и за Хьюзболларом банду, что мы кремя осост, совершенно анализы, мы латвия не тяга, мы истяж, оказ битки, оказ не ясно. إنتجاه حبريشين تاني ويتجاه إنبو بيشانا وينتناه خيش حبيش طلبيش بديس كل لاجر خليوي تجاه بيلمتك خليوي تجاه نص بيزات متكش بيلمتك وش أزرد الكمباني سواء ورسته وينسان ديك ساين مت قياس على مقدوش وشطت وتاينا قدر يزغل سيدونا. Также была поднята и одна из самых важных тем – обеспечение детей-сирот жильем. Для этого в текущем году, как и в предыдущем, планируется выделить 100 квартир. А из 3000 до жилье получить на миллион мелочь, ага? 1450. 1450. Глава региона поблагодарил Усмана Баширова за эффективную работу и поручил взять под личный контроль социальные вопросы, требующие особого внимания. Амина Шахгириева, Джабраил Синеев при поддержке пресс-службы главы правительства Чеченской Республики. Неделя. Ветераны Великой Отечественной войны получили материальную помощь в размере 100 тысяч рублей от регионального общественного фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова. Сертификаты вручил глава Чеченской Республики на торжестве в честь Дня защитника Отечества. Оно прошло в Министерстве труда, занятости и социального развития республики. Также помощь от фонда получили вдовы ветеранов, труженики тыла и ветераны Афганистана. Продолжит наш корреспондент. Война давно позади, но в памяти этих людей живет и сегодня. И с каждым годом их все меньше. Юнус Абдул-Рашидов ушел на фронт на второй день после начала Великой Отечественной. Он убил 20 фашистов, уничтожил несколько вражеских танков и даже сбил самолет. Он был на Советский Союз. И там был حلقة وين كمان زي اللي ندل عشور سو أربعة وغيتال. И там был سيرن سيق بيس كاخيشي أربع واديون كيشن بوش وين كماتي دولال أستمتع ديون شيل وخلا بس الخلات أقال وستديون سب كرسي ديون أست البلغ بو ويدوخ شي غال غيديون تير باخذة سرد ديال يحبل دقة ديون تبخ بيت سبولو دال توبوس الش بقوش دولش مارش ديون داخل ويلو. Чеченская республика в числе первых регионов России закрыла вопрос обеспечения жильем ветеранов. Кроме этого, им регулярно оказывается помощь в решении бытовых вопросов. или день 9 мая хули из цена вихо 100 тысяч хули и докки ашин шуш ишт хода вой аман мехтан аман баркал дереза да суном ишт цена вой республика ха та комплекс центр шумос районшка ха ишт беритю ака шатовский межрайонный комплекс центр цикула о тружник тило хули из цена диш докна осдун да цена тацига ха медик шбо
комплекс-центр штан обслуживания алиштбет кшуша. Цега хамедик шпуцан хауш бусак бамби ватсан буркиеш я чохуиш на осдела. Или там матва бешба, или там лекарств вешла. Ишт года это бусана. Чеченцы всегда проявляли доблесть и совершали подвиги, отмечает Рамзан Хаджи Кадыров. Даже когда вышел указ о депортации войнахов, они не бросили своих боевых товарищей и защищали страну. Около 50 тысяч удов, заид эзер удов, труженики тыла дона, сотни тысяч хилла дон, тахан, вайзамнаха, акат уамбеш хиллак дон, истак бивисан вац, а 2000 годы дон, исхен ошо цайзери дон, койт-вар дон, так дон, из дон, вайн бок ешен бу, ану вохвал дон, чвах, да де ваш, из моцал бок дон, бахам бу, и чур далечен бихурдац, да шо тонда дуэль, да дона, мокштош, мерхидош, ирсиедош, дукку шершках, шумел дон, тхуна, тхоймиш хлах урду, тхоймиш хлдезах урду дон. Распоряжением президента России Юнусу Абдул-Рашидову глава региона вручил юбилейную медаль 75 лет Победы и сертификат от регионального общественного фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова на 100 тысяч рублей. Также юбилейные медали и сертификаты от регионального общественного фонда получили все ветераны и труженики тыла. Мероприятие завершилось концертной программой. Для ветеранов свои композиции исполнили звезды чеченской эстрады. Шамиль Эрсенбиев, Арбит Чакаев, Джабраил Синеев. Неделя. В Грозном благоустроят 44 дворовые территории. Об этом стало известно на совещании главы республики с исполняющим обязанности мэра Грозного Исой Хаджимурадовым. Также будет построено 8 парков и скверов. А в самое ближайшее время в городе ожидается генеральная уборка. И в этот раз она касается всех. О предстоящих преобразованиях в столице Чеченской Республики смотрите в следующем сюжете. Вопросов очень много. Иса Хаджимурадов, как бывший заместитель, а теперь исполняющий обязанности мэра Грозного, знаком со спецификой работы городских властей. В целом, система уже налажена предыдущим градоначальником Ибрагимом Закриевым, говорит Кадыров. Однако проблемы еще остаются. Он первый замуж, был дик систем, да, вот иногда хоть я участие принимать на этой системе, да, вопрос он решать не был, да, он докуда он, ЖКХ, коммунальная система, тогда цагал, булак цагал, любой труба хоть дон, сотни миллионов, аж на стиш миллиардами дон, лет буа, тогда на дон, тогда я qalbi mangasiga, вот буа дуйна дон, та программа очень дон, тайн дон, истин хаял мне, да, тунде все равно дон, проблем еще очень дон. В текущем году запланирован большой объем работ. Благоустройство 44 дворовых территорий, строительство 8 новых парков и скверов, обновление теплосетей, ремонт 50 километров водопровода и канализации. Возводится 11 многоквартирных домов, 7 крупных объектов, среди которых Грозный молл, Международный университет и Олимпийский центр дзюдо имени Владимира Путина. руководитель администрации Закриевский бин Хазнех Сандук Ваху, так Вах бин Хилрил Сова на 2020 год швартин план уже запланировать на шадик дахватин своим ходом добьешь Ваха Буталмула. Реализация всех этих проектов позволит привлечь не только больше туристов, но также иногородних и иностранных студентов и спортсменов. Грозный достоин стать молодежным, культурным и туристическим центром Северного Кавказа, считает глава региона. Привлекать дидош объект шмеевый дайвеллер. Хинц том дабелла мосум бахелла дон, уже мирной жизнью дон, снахм дон, соответствовать дон, диез дон. Вы наоборот хинц вы дополнительно не штадишь, что вы даст дон. И то вы сюда, арабы, мы сейчас арабы,
практически даваться уже загруженный город. Отсюда вы Грозный мол, да, вот это чего нет, что он дополнительный нет, да, дополнительный нет, что он швардеш, бабадиш, мадевой, сюда из нахрен, да, ходить, да, вот что так, да, благоустройство, да, проект города, вы расширять мелю, да, имел, да, улицы, да, печь абак, без печь абак, пробит без, да, Поднимался и вопрос санитарного состояния столицы. Предприятиям, организациям и даже частным лицам необходимо привести свои территории в надлежащий вид, не дожидаясь весны. Также городским властям вместе с правоохранительными органами предстоит провести разъяснительную беседу с хозяевами домовладений, чье жилье было разрушено в ходе военных действий и с тех пор находится в том же состоянии. Тому, кто откажется заниматься уборкой на своей территории, будет применяться процедура изъятия собственности. В первую очередь такие меры предпримут в столице. Это еще одно поручение главы региона. бесхозно ляч дуку долат на что это собой чадон еще поезда кранла то что кар вышла то что иснядон иснахедон имекс анюч шейметк а вышт на частный сектор ядон до что хал when нёч до что кунёч дек не десятки километров дан шадон воша дак лишь что идон ну и нахтон да дег милу аж хорош вастон então documento olho lá só dá só ну так весен да дон асколчиет лячен дон коуду дон ну тогда он там ничего надо. В свою очередь Иса Хаджи Мурадов заверил главу региона, что примет исчерпывающие меры для решения всех поставленных задач. Он также поблагодарил Рамзана Хаджи Кадырова за постоянное внимание к проблемам города и поддержку в реализации проектов, направленных на повышение качества жизни горожан. Ева Тайсумова, Аюб Шахидов при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики «Неделя». В центре Грозного открыли детский сад. Он сможет принять 140 малышей. Новый дом дошколятам построили в рамках национального проекта «Демография». В торжественном открытии принял участие глава Чеченской Республики Рамзан Хаджи Кадыров. Об этом Шамиль Эрсамбиев. По данным Чеченстата, в республике более 250 тысяч детей дошкольного возраста. Как и для школьников, для них создаются благоприятные условия. Новый детский сад в центре города вместимостью до 140 детей отвечает всем современным стандартам. Chega do hostan és kőrbus skipurba dontis do da dia berkedével da mosso vochon halst do vai don da moladona kest hokadona yok mikrojon hörös diviszont divinos David kvartirios von yok és skola joka hal samuel don centerju nach da se ulla skola és ulla don detski sad helston nach üste gudon vai don detski sad joch don yeller da is a gapbo satüs edit selani yok da ma hajen don gen hanjatsi طبعا يبقى صودا детский садик что она изерная школа она поедет где что он полине здравоохранения образования спорта объект что Гости по традиции прочитали дуа. Перерезав символическую красную ленту, Рамзан Хаджи Кадыров осматривает помещение. Дошкольное учреждение построено в рамках национального проекта «Демография». Оно имеет 2 этажа. На первом располагаются группы детей до 3 лет, на втором – среднего и старшего возраста. Есть 7 групп, которые на сегодняшний день могут принять детей с 2 лет, ясельки. Также на прогулках дети могут пользоваться тренажерными сооружениями, которые у нас на прогулочных беседках. Сказочный замок располагает условиями для развития у детей талантов. Они будут обучаться танцам, спортивным дисциплинам и, конечно, музыке. Это у нас музыкальный зал. Здесь будут проходить занятия для развития у дошкольников музыкального слуха. А также мы будем обучать детей игре на простых инструментах. Внутри все действительно как в сказке. Большое количество развивающих игр, тематическое оформление и чистота. Это отметили и главные эксперты – дети. Они уже успели по достоинству оценить объект. Мне понравился музыкальный кабинет. Здесь очень красиво.
Детский сад построен в готическом стиле, а снаружи и изнутри украшен персонажами любимых детских мультфильмов. Удобен он тем, что располагается посреди жилого комплекса на 1000 квартир, строительство которого началось совсем недавно. Шамиль Эрсанбиев, Арбит Чакаев при поддержке пресс-службы главы правительства Чеченской Республики. Неделя. В Министерстве по делам молодежи состоялась презентация фильма «Город-герой Грозный». Его автор, наш коллега, сотрудник телерадиокомпании «Путь» Ахмед Аюбов, показал современную историю чеченской столицы глазами ее жителей. Разные поколения делятся воспоминаниями о Грозном и своими эмоциями на разных этапах его становления. Работа молодого журналиста без преувеличения тронула до глубины души, пожалуй, каждого зрителя. О фильме и эмоциях наш следующий сюжет. Фильм повествует о 3 этапах истории Грозного. События берут начало в довоенные годы. Участники документальной картины делятся воспоминаниями из детства и юности, связанными с чеченской столицей. Мне и моему поколению довелось жить в старом Грозном. В это время я учился в университете. Было это давно, почти 50 лет тому назад. И это был очень красивый город. Идея снять короткометражный фильм о Грозном появилась внезапно, признается автор, журналист Ахмед Аюбов. Все началось с небольшого видеоролика для социальных сетей. Вдохновение пришло во время работы. Вместе с тем появилось немало тех, кто желал поделиться своей историей, связанной с Грозным. В первую очередь я хотел показать город Грозный, как он быстро восстановился. Потом нечаянно наткнулся на архивное видео, в котором показывали тот старый Грозный. Я решил сделать фильм, который будет состоять из 3 этапов. То есть довоенный Грозный и современный сегодняшний, нынешний Грозный. Потом война. Самая печальная страница в истории Грозного – 2 военные кампании. Трагические события унесли множество невинных жизней. Самые ожесточенные бои проходили на территории Грозного. Вспоминая об этом, очевидцы с трудом сдерживали эмоции, а у многих зрителей на глазах появились слезы. Когда я увидела эту разруху, мне прям реально стало настолько страшно. Я поняла, что война – это реально настолько страшная вещь, и что этого надо бояться. Грозный настолько хорошо восстановился после этого. Последние минуты фильма «Город-герой Грозный» рассказывают о возрождении чеченской столицы с утверждением законной власти в лице Ахмата Хаджи Кадырова и его команды. Эмсорт, Цаболчарн. Дел иетам цегина дал цаагайта магойтила. Цундelt иоза мангахаб тахан харгала ваймвахка тахан сан беркти خليتا قهيق ديزوي الله دالا شيدق ناقيس وداخل ويا يردك وين حقاش وغير شديل بوربانس قاعد نخيل بوش بولشو اعمل حاجينات وانت قاعدين بوش بولقون خش الله دال دقنس بيقم بويلا دال اها بركتي وي قاستنا فيلم يقش اذا قاعدين سوت دا قاعد نخيل وش وال داق تركا بوت سترودنيك ايوب واحمد خون مسانا بركتي وش وي مخكنا بركتي وش كنت وحون ديل رئيس الله دال دقنس بيقم بويلا دا مقاحة وين حاجة تنجدور شغل صورة وكيجير خوش تنو قيت خربو على الوقت يشنادو دا مقاحة ويوشوا باتشوا لوكشلوقة وين خوش دو ويدحوا زي باتشوا دا غازة قوبو دو عامد حرس أربعكم بركتين تان ويا إرسية تيهش بومنش يوش وزمش دغدهكا يشيوش تانية Гушу масана садичи да муглаха бойте куйшло чоре дикчу мада соуду дуэлдон доктор что аларез масана. Город-герой Грозный – это не просто история города, но и также его жителей. Необычная подача автора раскроет зрителю чеченскую столицу по-новому. Теплую, уютную, гостеприимную и грозную для врагов. Асхаб Зазылаев, Аслан Висхаев, Арбит Чакаев. Неделя.
Центр молодежных инициатив патриотического клуба «Ахмат» отметил 3-ю годовщину со дня основания. Благодаря его работе молодежь генерирует идеи, превращает их в проекты и представляет на грантовых конкурсах всероссийского уровня. На счету организации уже 20 крупных проектов, которые сейчас на стадии реализации. Отличившиеся сотрудники получили благодарственные письма и награды. Основные направления нашей работы – это наука, образование, интеллектуальное то же самое, просвещение молодежи, молодежное предпринимательство, конечно же, несомненно, социальное проектирование. И плюс в этом году добавилось такое направление, как международное и межнациональное сотрудничество. В Грозненском аэропорту встретили призера 27-го международного конкурса чтецов Корана, проходившего в Каире. Абдурахман Магомадов занял 7-е место, набрав 95 баллов из 100. Участие в этом конкурсе стало возможным благодаря соглашению между Духовным управлением мусульман Чеченской Республики и Министерством по делам вакфов Египта. الدنيا غير على يحكم كرسي أتي ونقشي حافظ أس إتني يقوى خلرا مسنا يحكي عن بوك إزواي دزل دديش. خلكم كرسي رئيس عن أول قوس مستبت بتشاقر سبينك خلوا برسقع تقوغن ملا بيدا بلدا ملاقيت أيو كونكورسنا كيتشامبا نيتو تامو. Ранее Абдурахман занимал первые места на всероссийском и республиканском конкурсах. Он также является призером международного европейского конкурса Корана, проходившего в Хорватии. В минувшую пятницу во всем мире отметили День экскурсовода. По понятным причинам эта профессия в Чеченской Республике стала популярной не так давно. К слову, 2020 год главой региона объявлен годом туризма, что также повлияет на туристический потенциал республики. К профессиональному празднику гидов наша съемочная группа сделала репортаж об одном из самых востребованных из них. Слово Амине Шахгириевой. Приехав куда-нибудь отдыхать, нам обязательно предлагают посетить местные достопримечательности. Но чаще всего во время их осмотра у нас возникает множество различных вопросов. Рассказать историю и предоставить всю информацию может один человек, и это экскурсовод. Дагмара – самый востребованный гид в Чеченской Республике. В этой сфере она работает уже 6 лет. На ее счету тысячи довольных туристов. В профессию девушка пришла по наставлениям отца. По ее словам, это оказался самый верный выбор. Все началось еще тогда, в 2001 году, когда я, наверное, хотела пойти по стопам папы, по стопам своих дядей, стать юристом, на что папа так вот дальновидно отметил, что в нашей республике туризм будет развиваться в любом случае, и нужно пойти вот в этом направлении. Работу Дагмары неоднократно отмечали грамотами и призами. Все это результат упорного труда и любви к своей профессии, отмечают ее коллеги. Но главной победой, которой гордится сама девушка, это признание и доверие туристов, которые каждый раз возвращаются именно к ней. Она и хороший специалист. Не только, как известно, она очень хороший специалист в сфере туризма, то есть как гид, экскурсовод, она очень прекрасно знает территорию нашей республики, знает все достопримечательности, более того, она знает все связанные с ними факты, которые она может спокойно и доходчивой форме довести до любого туриста. То есть на сегодняшний момент, я думаю, специалиста более высокой квалификации у нас, может быть, даже практически нет. По крайней мере, она находится в первой десятке, в первой тройке самых лучших гидов-экскурсоводов Чеченской Республики. Работая с большой группой, экскурсоводу важно найти подход к каждому туристу. Кроме того, одна из главных задач чеченских гидов – развеять стереотипы о республике и ее жителях. Плюсов очень много. Ты имеешь возможность рассказывать о своем народе, рассказывать о тех сыновьях, которые достойны того, чтобы знали об их подвиге. Наша республика и наш край, мы с вами знаем, что мы уникальны в своем роде, потому что те природные объекты, которые мы с вами знаем, то, что происходит в нашей республике и с какой скоростью все вот эти положительные изменения, происходящие в регионе, люди должны об этом знать. Большой популярностью у гостей пользуются городские маршруты. Они пролегают по главным объектам Грозного, среди которых центральная мечеть сердца Чечни, музей имени Ахмада Хаджи Кадырова, храм Архангела Михаила, цветочный парк и, конечно же, смотровая площадка высотного комплекса Грозный-Сити. Туризм очень положительно влияет на экономику региона и создает большое количество рабочих мест. Как мы знаем, в мире каждое 10-е рабочее место – это работа в туризме.
Это очень хороший показатель, нам в республике есть к чему расти. Мы в приоритете все поставили в внутренний российский туризм, потому что нам очень важно, чтобы россияне, которые путешествуют ежегодно по Российской Федерации и странам ближнего и дальнего зарубежья, также приезжали в Чеченскую Республику и рассматривали ее как новую дестинацию. Это порядка 43-45 миллионов человек, которые ежегодно путешествуют в нашей стране. Туристический потенциал региона растет с каждым днем. Причиной этому, в частности, служат грандиозные проекты. В числе архитектурных шедевров Шалинская мечеть, гордость мусульман имени пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Она открылась в прошлом году и уже завоевала любовь миллионов людей со всего мира. 2020 год главой региона объявлен годом туризма. По поручению Рамзана Кадырова особое внимание будет уделено горным районам республики. Амина Шахгириева, Имран Абазаев, Аслан Висхаев. Неделя. В республике вновь запустили акцию «Жизнь без ДТП». Она организована телерадиокомпанией «Путь» имени Ахмата Хаджи Кадырова совместно с молодежными объединениями. Активисты патриотических организаций «Ахмат» и «Путин» раздают информационные буклеты и призывают соблюдать правила дорожного движения. Брошюры выпускаются издательским отделом исламской телерадиокомпании. Все подробности у Евы Тайсумовой. 11 погибших и 67 пострадавших. По итогам января 2020 года на территории региона зарегистрировано 43 случая ДТП. Выявлено почти 10 тысяч нарушений правил дорожного движения. Эти брошюры изготавливаются издательским отделом телерадиокомпании «Путь» имени Ахмата Хаджи Кадырова. Над ними работает известные богословы республики. В них содержатся хадисы и напоминания участникам дорожного движения. Мероприятия, которые проводятся с раздачей наглядных буклетов, с помощью которых мы призываем общественность к соблюдению правил дорожного движения. Все это делается ради того, чтобы обратить внимание широкой общественности к проблемам дорожно-транспортного травматизма. Учитывая, что наша республика не совсем большая, но происходит немало происшествий на дорогах, это больная тема для нас всех. И необходимо, чтобы мы консолидировались в решении этих вопросов. Акция направлена на профилактику и предупреждение дорожно-транспортных происшествий, а также на формирование ответственного отношения к соблюдению правил дорожного движения. Что беги, тундер ларлуш, дел самосага, это хола, дершеду, апайт хербатсти алиш. Динадуара, когда даурёшуа проект алмола. Профилактика ДТП носит комплексный характер обучения, предупреждения и информирования граждан о правилах передвижения на дорогах. Эти мероприятия мы проводили и в прошлом году, но, к большому сожалению, статистика нам не позволяет сегодня расслабляться. И мы будем в этом году, до конца этого года, планируем работать, доводить до населения, до водителей, до пешеходов, что важно соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим. И самое главное, чтобы водитель, который садится за рулем, он осознавал, что он вредит не только себе, но и остальным. В исламе ответственность водителя за ДТП зависит от того, при каких обстоятельствах произошла авария. Смерть во время случайной аварии приравнивается к убийству по неосторожности. Если же ДТП произошло из-за халатности водителя, то его вина равна умышленному убийству. И если виновник выживает, то несет ответственность и по закону страны, и перед Аллахом. ظلمش اشتركي اقا يناقش وغلا اغمقع يخلي الشعزنك تغلا يديس يعوال مت تغلا خلشبات شادرجي وان خلش دكسيغ وبعندولش خلشدو سندلا ادميغا ماشين شتاع سيغملهار غاشلو دياس يعولش والشول 100 متر 3 متر 4 متر ديعوالشين ديعوال بالقلن والشول متي Активная работа в этой области способствует снижению дорожно-транспортных происшествий. Также важно уметь регулировать ситуацию после аварийный период. لتت إيه شرك بولش نيات عديا والبقو يوش متيا عديا والغيرش يشين حل زبر أولش حقي والسيزبوت متيا
شينديا والبق وياتشا كيجير فاتي آخر بديا وولش يشوا ومسالدو. Акцию «Жизнь без ДТП» организовывает телерадиокомпания «Путь» имени Ахмата Хаджи Кадырова совместно с молодежными объединениями. Активисты патриотических организаций «Ахмат» и «Путин» раздают информационные буклеты и призывают соблюдать правила дорожного движения. Брошюры выпускаются издательским отделом телерадиокомпании. Ева Тайсумова, Магомед Бачаев, Аюб Шахидов. Неделя. На телеканале «Грозный» прошла пресс-конференция «Хадж-2020». Сотрудники Духовного управления мусульман ответили на вопросы журналистов республиканских и северокавказских СМИ. Спрашивали о разнице в стоимости путевок, поддержке регионального общественного фонда, желающим совершить хадж, но не имеющим на это средств, а также об организации медицинской помощи в паломничестве. Богословы также рассказали о личном участии главы региона Рамзана Хаджи Кадырова в вопросах улучшения условий пребывания паломников из нашей республики. И на этом мы завершаем наш выпуск. Хороших вам новостей. Ади Кёлшу, Марш Ойл.